Бензина оставалось все меньше, скорость становилась больше, а чувство, что мы в путешествии, улучшалось с каждым днем. Ура! 12 июня, четвертый день нашего путешествия. Проплыли мы вчера 252 километра, рекорд. До Витима осталось 72 километра, показывает по карте. Ночью был дождик. Хорошо, что закрыли лодку. Ласточки тут. Вот сижу. Они гнездо строят. На шпателе. Или как он, мастерок называется. Да. Вот так вот. Решили. Все, ушел, не мешаю. Ругаетесь. Флаг наш промок. Как будто позвоночник выпирает скала. Масштабы, конечно, уже телефон все равно не передаст. Амур. Посигналь! Не могу, у меня это сигналки. Надо было им посигналить. Ух, я вырвал ключ. Не, я ему рукой показал, что посигналь. А они не догадались. Но махнули пацаны. Деревня Чуя. Да, Мишкино разрушены. Без окон, без дверей. К Витиму подходим. Посмотрели по карте, заправка находится глубоко, ну как глубоко, далеко от берега.
У нас есть 40 литров топлива. Эта канистра почти пустая. И 40-ка у нас 2 двадцатки. Чтоб до Ленска нам хватило, до Ленска остается 215 километров. Надо нам заправиться хотя бы 20-ку еще. И решили в Пеледу и заправить. Там заправка поближе к берегу. Здесь сейчас вон в магазин, может быть, сходим. Причал. Большой населенный пункт. В Пеледу через 30 километров. Сейчас я наснимаю. Таранем ее еще. С Димкой сфотались. В магазин сходили. Горячего хлебушка купили. Сегодня 12 июня, День России, оказывается. Не зря мы с тобой под флагом-то ночевали. Только вышли, свети мои. Под тучу попали. Самое неизвестное и сложное в начале нашего путешествия был путь с Киренска до Витима. Внезапно начавшийся ливень был пустяком по сравнению с неизвестностью, которую мы уже преодолели. Бензина нам хватило, мотор не подвел. И это было тем радостным моментом, что все складывается так, как нам надо. Пока идет дождь. Чуть-чуть намочила. Но не до трусов. О! После Витима грязная Лена. Слишком много мусора. Вода высокая, видать, подняла все это и понесло. Вот в Пеледу и подплываем. На заправку надо нам. На баке, что нам за бензин киренский подсунули, такого не было. На баке в канистру мы заправили по 21 литру, не по 20, канистра у нас 20-литровая, мы заправили по 21. Мы прошли 100 километров, и еще можно десятку пройти. На Роснефтьском так не получается. Что там за ацетон, время покажет. Затон это для кораблей. Так, а где поворот-то, Диман? Дальше, да, за ними? Дальше, дальше. Еще дальше? Ремонт кораблей.
Фига мы, какой штуки. Порт. Ништяк. Мощно все. Вот оттуда я пришел. Чуть не прошел ее. Вот заправка. Сейчас посмотрим, заправят мне. Опять же, пластик. Здесь, я думаю, проще к этому относится. Заправиться мне не удалось. Оказывается, это закрытая территория. Мы сюда зашли. Нельзя здесь находиться. А мы тут заломились. Сейчас нам дадут. Вон возле Димана какой-то дядька стоит. Люлей нам дадут. Вон написано территория. Закреплена за ЦТОФ. Заправка здесь только для своих в Пеледуе. В начале деревни есть. Но так как говорят, сегодня праздник, День России, вполне возможно, что она не работает. 40 литров до Ленска, километров 200. Посмотрим, хватит, не хватит. Ушли мы с Пеледуя. Незаправленные. Оказывается, это была частная территория, но охраняемая. И мы проникли на нее спокойно. Могли нас арестовать. Вон на той скале, по-моему, мать Якутка. Мы плывем к ней. По-моему, она. Диман, слева надо. Вот за деревом она. Ничего себе, телефон потерял, даже упал. Обошли. Вон нормальная тропа есть. А мы поперлись по буйрлому. О. Скользкое все. Вот мы там только что шли. О, голова показалась. О, даже есть проволока. Димка поднимается по ней. Железяки остались при ее строительстве. Проволока, ролики. Хороший подъем, хороший. О. Большая какая. Вот так вот. Все сложили сами. Там даже какой-то трубы эти, которые на склоне остались. Вон Пеледуй. Свистунов, помощники.
Алимов, Хоменков, Егоров. Ух. Скульптура сделана Андреем Свистуновым и студентами речного училища, которое находится в Пеледуе. Создана она была в 1983 году. Каркас, скелет был поставлен в районе, на территории речного училища. Вот, а потом они сюда это все затащили и облепляли гипсом, штукатуркой, всякой, цементом. Материал тут же брали, наверное. Скальник вот этот. Скальник или что это? Вот ребята, которые помогали. Помощники. Шлакоблоки затащили. Каркас вот из труб. Цепочка. Это. Наверх залазить. Видно, вот даже пальцами ребята гладили. Выводили от пальцев. Еще и потом покрасили. Сколько? С 1983 года она стоит. Статуя 11 метров. В одной руке держит геологический молоток, а в другой осколки зеркал, напоминающие алмазы Якутии. Река Лена. Посреди реки идем. Лена с каждым днем все шире и шире. Временами. О, вот так вот хорошо видно радугу. С Диманом столько попадаем за день. В дождь нам уже похеру. Посмотрели прогноз. На 3 дня дожди. А вот тоже, да, по-моему, радуга, не? Или у меня все уже глюки? Где? Вот. Вот здесь на склоне прям. Вот Ну прям да. перед нами. Так вот это она и есть, вот она идет. Да? Вот она. Вот, короче, надо вот там смотреть. Там же клад зарыт, где начинается Точно, радуга и точно. заканчивается. Погнали вон туда, вон. Там будем смотреть. Клад, да. Заодно погреем. Ладно. Остановились, чтоб туча нас обогнала. А она... Она над Леной идет. Деревня Песковая. Вот это? Ну да, как так. Там лодка стоит.
ищем себе жилье на ночь. Нам с Димкой везет. Штормовое за нами тянется. Летели как угорелые. Вот нашли очередную зимуху. Класс, да? А? Класс. Класс. Вообще класс. Сходили, посмотрели. Долго не попадались зимушки. Никакие домики. Вот сейчас попалось, надо быстро перекантоваться, пока не началось. Там черное-черное небо. Лодку привязали к камням, затащили, и началось. И началось. Сейчас покажу, где мы будем жить. Не тужить. Нормальное место. Лавка здесь. Так сидишь, налево смотришь. Мотор сняли. Сюда затащили. Масло надо в редукторе поменять. 800 километров где-то прошли от начала нашего путешествия. Здесь, конечно, бардачело. Наш мотор. О, избушка. Открыто, без замка. Ну-ка, Диман. О, здесь сколько лежбищ. Также фонарик, да? С этими аккумуляторами. У всех они. О, печурка. Печурка. О, от твоего фонарика у меня экран не моргает. У тебя какой-то супер хороший. Он даже... О, тетка есть. Без лифчика. Ничего себе. Вот это да. Ты, Диман, будешь с ней спать? Конечно. Конечно. Утро 5-го дня нашего путешествия. Вчера прошли 183 километра. До Ленска осталось чуть больше 100 километров. Масло вчера поменяли в моторе. Подсмазали трущиеся детали. Стало тяжело подниматься, когда подходишь к берегу. Вся вот эта, весь этот бардак деревья натворили. Рухло прямо на него дерево. Мужики, видать, хозяева распилили. Здесь паданки. Вот оно тоже все упало. Натворило делов. Работы. Видать, был сильный ветер. Может быть, мокрый снег. Ну так-то сосны сильные. Это березки ломаются от мокрого снега. Ветер, наверное, ветрище был. Завалило все. Мотор наш.
по букве Ленск написано. Бензина нам хватило до Ленска. Сейчас заправимся, чтобы до Алекминска хватило. 40 литров, которые у нас оставались в Пеледуе, хватило. Получается только-только на 100 километров двадцатка. Шли 3 часа. 100 километров. Пришел на заправку в Ленске. 92-й, 74, 80. В Киринский по 65. О, Димка звонит. Сейчас. Ну так больше не делает, только мы. Мы два таких. Это как прикольно. Я сейчас пока еще на связи, я отправлю тебе пару коротких видео. Ходили на заправку только с этой канистрой. В синий запрещено на Саха нефть-газ наливать. Строго газ запрещено. Вот ходили 22 литра и туда, в синенькую. Вот с Диманом мы сходили по очереди 5 раз. А как это по очереди 5 раз? Подумайте сами. Подумайте сами. Вон один раз халявит. Да, меня один раз на машине привезли. Парень попался. Говорит, что, говорит, довезти? Довези. Довез до сюда прям. Ну все, 100 литров топлива у нас до Алекминска. До Алекминска, что-то Диман говорит, 300 километров. У меня почему-то показывает 420. Из-за этого подстраховались. Ленск. Купили. О, что купили? Быстро показал. Пряников купили. Хлебушка опять свежего. 2 булки. 2 дня, надеемся, будем идти. Мандаринчиков. Опять дождь. О. Диман капитан. Где-то в этом месте 1000 километров у нас получилось от нашего отплытия с Усть-Кута. Опять ищем ночлег. Только что поздравили друг друга с пройденной 1000. А вот метров 300 нашли ночлег. Конечно, не теплый в этот раз. Палатку не надо будет ставить. Ну как не теплый? Печка есть. Мы с Диманом уже организовано. Все, упаковали лодку. Разъяснивает вроде. Там он пробел. Завтра хороший день будет. Сейчас покажу очередной наш ночлег. Ночлег, ступеньки здесь такие. Чук-чук-чук. Начнем справа. Раковина у нас есть. Здесь можно ночевать.
Поликарбонат. Вот только в середине протекает. Печка есть. Летний вариант. Стол, наверное. Для чего? Туалет. Такая есть. Здесь вот на одну скамейку капает и на стол. Это похоже душ. Бочка наверху. Вот такая еще вещь есть. Можно здесь ночевать. Небольшой. Но можно. Тоже капает, правда. Картошка или что это? Картошка, наверное. Ну а мы с Диманом 5 звезд выбрали. Это все малозвездные. Да, Дима? Видел там спорткомплекс целый? Видел. Вот здесь мы будем спать сегодня. Летнее зимовье. Вот у нас есть печка. Ну и столики. Все. О, столики-то уже наряжены. Все. Кору принес. На берегу нашел. Сейчас мы быстренько растопим. Погода наладилась. У нас тут сразу дрова уже приготовлены. Все, мы затопили печь. Димку не буду показывать. Не надо мне показывать. Кольцо на... Колготка с домашней. Я тоже. Сушимся. Горячая. О. Дрявая вся. Бочка. Ох, обжегся я. Вау. Херачит. Ну уже тепло. Закрой ты ее. Сейчас закрою. Я обжегся. День 6. Вчера прошли 159 километров. Место нашей ночевки. Деревня Нюэ. Проверили связь. Мегафон есть, но интернета нет у мегафона. МТСа нет совсем. На спутнике из-за этого интернета нет. Мы-то уж в этом деле шарим.
Баржу льдами раздавило, наверное. Ледоход, наверное, когда идет. Большая деревня. Это еще не конец. Деревня Турукта. Турукта. Кто смотрел «Аватар», там есть Турукмакто. С этой деревни, наверное. Прошли скалу большую, Алекминский район. Тинная деревня. А впереди нас ждет Ленский экватор. Остановились возле Ленского экватора. Метров 200 осталось. Вот скала. Полетаем на квадрокоптере сейчас. Такой вот тут Ленский. Аленький цветочек. Красивый. Воду держит. Как будто
алмазы. Еще вот такой есть. Желтенький. Или что, все-таки очкуешь? Ну почему сейчас полечу? Или переплывем? Не, мы чуть-чуть переплывем туда поближе. Так-то мы как раз поднимем. Мне надо в ущелье это пролететь. Красивые цветы. На склоне песок такой мягкий. Так вот, Ленский экватор речники прозвали из-за того, что считают от устья до истока середина реки Лена. От Тикси, если считать, 4508 километров. А вот река, которая впадает в Лену, оттуда она бежит, Ура, по якутскому Урх, она находится на 2366 километре. Ну вот и речники решили считать это место серединой реки Лена. Полетел. Скала слева, вот это, назвали ее Колокол, не знаю почему. Ленский экватор, река Урх, скала Колокол, Диман, река Лена, лодка, ну и хватит. Чуть левее осталась деревня Чапаева, а здесь автомобили, в основном российский автопром, Нивы, Жигули. О, где металлолом сдавать надо. Я в лодке пока спал. Слышу, Диман газ бросил. Говорит, паркуемся. Я говорю, паркуемся. Припарковались. Лодку накрыли. У нас, короче, сегодня полувыходной. Лавочка. Это, по-моему, самая офигенная зимуха, в которой мы будем ночевать. Вот такая полянка. Такой вид от нее будет. И вот зимуха. Также душ есть. Такой вид. Ну, свеженькая. Ну как свеженькая? Ну чисто здесь.
и уютно. Дрова есть. Столик. Короче, мы решили остаться. Опять с телефоном болтаю. Вечерка маленькая в этот раз, но для такой зимухи-то вообще офигенно. Закрывай дверь. Ты там спишь, да? Да, мне пофиг. Да я вот разобрался. Я думал, я здесь. Ну, без разницы, я перекину сейчас. Вот так вот. Вид у нас будет на скамейку. А так бы я проспал, если бы Диман не остановился. Сейчас печку затопим. Все. Сегодня не отсырели, правда. Офигенно. Но чистенько. Дрова есть. Птички, говорю, как поют каждое утро. День 7 нашего путешествия. 15 июня. Вчера прошли 115 километров. Сегодня планы дойти до Алекминска. Но мы идем с опережением. Из-за этого дойдем, не дойдем. Ничего страшного. Хорошее место. Понравилось. Спалось отлично. Какие-то даже сны хорошие снились. Чаю попьем. Собираемся. Сегодня последний день запрета на рыбалку. Будем с Димкой рыбачить. С завтрашнего дня, наверное, будем рыбачить. Село Мача и деревни большая тоже Мача. С Диманом мы решили, что это Мача. Если по-другому ударение поставить, то будет неправильно. Церквушка. По деревням, которые расположены на лени, много восстановленных церквей. Раньше их снесли, уничтожили, восстановили. Свежее видно. Сотовая связь есть, сейчас проверим, какая есть. МТС нет. МТС нет? МТС нет. У меня мегафон, сейчас попробуем. Там еще вдали мачта какая-то, но это скорее всего телевышка.
По дороге нам сейчас, по реке попалось какое-то рогатое животное. Решили подплыть, оно убежало в лес. Дикое. Не успели рассмотреть. Но большой был. Изюбр, может быть, какой-нибудь. Заметили, что после Ленска не попадаются баржи. Барж совсем нет. До Ленска ходит, наверное. Может, выходной. Воскресенье сегодня. О, у них есть. Приближу, будет плохо, конечно. Техника какая. На больших колесах. И лодки у всех здесь. Минимум 30 лошадиных сил. 30-ки. А то 40 и 50. Да мы на своем 9,9 кулере, вентиляторе плывем. Здесь все летают по реке. Древнючая какая штука. Арты все-таки попадается. Вот, Диман, почему она вот такая гора? Ее ж как, откуда знаю? ее ж как будто срезы. Полтора месяца только на геолога отучился. Срезали. Это До сошлась этого мы еще не дошли. сель, наверное, скорее всего. И это все было в лени. Потом это все унесло. Сравняло течением. Растительности никакой. И там также. Просто гора сошла, наверное, под своим весом. Интересно, ну. Слои, как видно, да? Хорошая зимняя горка. Зимой здесь. Произошел обвал склона. Остановились с Диманом дождик переждать. Ветер сегодня холодный. Шапку одели. Как капустой оделись. Дождь идет. Здесь деревня. И вот на остановке решили чаю попить. Остановка, видать, для Полесья. Местные лодки. У этого USB-ха есть. У этого магнитола. Динамики. С комфортом мужики рыбачат. Еще одна Ямаха. Деревушка.
Димка засиделся, отжимается, приседает. Если нечего делать, положился, да? До Алекминска осталось 50 километров. Появилась связь, мегафон и МТС. Мастер он там. Деревня или село Бирюк. Есть связь здесь. Там вот впереди уже Тукуланы на горизонте. Похоже на них. Широкая Лена здесь. На горизонте появился Алекминск. Я с телефоном. На закате подплываем. Лена неспокойная тут. Красивый памятник реке Лена есть. Сейчас мы возле него сфотографируемся. Я почему-то думал, он гораздо больше. Сейчас мы прямо сюда подплывем. Набережная у них. Заправка в Алекминске. Надо нам 100 или 120 литров, чтобы дойти до Синска. 74,80, 92. Заправились. Заправка в Алекминске ближе, чем в Ленске. Так что побыстрее получилось у нас. Ну и здесь нам разрешили в пластик залить. Две высоковольтные линии через Лену после Алекминска. На одной написано 375 лет Алекминску. Алекминск. А вот на вот этой, на второй написано 380 лет Якутск. Димка ушел спать.
Сегодня ночуем первый раз в палатке. От Алёкминска отошли, наверное, километров 20. Я потерял телефон на берегу, пока собирал дрова. Нашел. Снимаю. Рад. В Якутии белые ночи. И вот. Час 18 времени.